На сегодняшний день в конезаводе Берте насчитывается лошадей 820 голов, коров холмогорской породы 967 голов, калмыцких мясных буренок 58 голов. Получаемое молоко и мясо проходят переработку в дочернем предприятии конезавода в сельхозкооперативе Берте-Ас. Так, в молочном цеху Берте-Ас в весенний период в день перерабатывается более 2 тонн молока. У нас самый ходовой товар сливки. В день выпускаем где-то 720-750 стаканов. С этого года выпускаемая молочная продукция станет еще более безопасной для употребления. В коровниках конезавода планируется установка молокопроводов, которые исключают контакт человека с молоком. Раньше были бетонами таскали, а в этом году мы планируем молокопроводы. Там механизированные полностью делать. Но в Екатеринбурге с заводом мы договор согласовались и 1 миллион отправили в начале апреля. Что касается мясной продукции, то ее изготавливают в убойном цехе, который работает с 2016 года. По сезону выпускаем около 25 видов продукции. И в день примерно около 25 килограммов котлеты, биточков и фрикаделек. В фаршах 40 килограммов в день. Самый крупный покупатель продукции конезавода Берте – компания «Алмаза-Анабара». Алмазодобывающее предприятие не первый год кормит своих работников, трудящихся на приисках, улахананской говядиной и жеребятиной. В этом году хотим поставить до 25 тонн. Самая низкая в этот мерка должен. В прошлом году 7 тонн жеребятины, если поставляли до 10 тонн, тоже хотим добавить. И еще хотим добавить масло сливочное, если 3 тонны, до 7-8 тонн хотим. Кстати, о ценах на продукцию. Пока что конезавод Берте не повысил их, держит на прежнем уровне. Обычно мы в апреле месяце цены снизали. То есть на сливки, на мясные продукции, как конкуренция, его снизали, а нынче сейчас стоит. На сливкам, на этом все стоит, поэтому думаем, тоже будем отобьемся, думаю, как-нибудь. Впереди у предприятия затратный сезон, сенокосная кампания. А это переезд в летники, покупка горючего, запчастей и так далее. Помимо этого, конезавод Берте также занимается выращиванием кормовых культур для своих лошадей и коров. Нынче площадь под кормовые должны увеличить до 770 гектаров. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.